Махсус хәрби операцияда катнашучылар темасын дәвам итәбез. Бүген редакция кунагы Айрат Шайдуллин. Контракт я подписал в 2015 году, в 2015 году. Ну, уже осознавая о том, что я хочу стать военнослужащим, потому что с детства у меня это уже было. Вот. А когда уже в 22 году пришел приказ, что нам нужно убывать, мне сказали, ты поедешь? Я сказал, да, поеду. Какие ощущения были? Конечно же, были чувства такие-то, что вообще изначально даже родителям не хотелось говорить. Ну, такая боязнь немного была. Конечно, страх он будет всегда существовать. А когда туда приехали, первые 2 недели было очень страшно, особенно первый бой. У нас была колонна, мы колонны наступали. Она начала работать артиллерия противника. Эмоционально был потерян. То есть первый раз увидеть вот эти вот взрывы, там, да что-то, тоже очень сильно на мораль играет. Все, второй раз уже было более-менее легко. То есть уже не было такого особо большого страха. Была уже уверенность. Как родители могут реагировать? Конечно же, они переживали, плакали очень сильно. А с другой стороны, говорили, молодец, там, то, что герой и так далее. Долг родине отдал, да. Вот. Ну и друзья также все говорят, родственники. Ну, при смене позиции у нас перебегал, я был пулеметчиком, получается, перебегал, наступил на лепесток, произошел хлопок, взрыв, получается, хлопок там. Я упал на землю, сначала ничего не понимал, в ушах все звенело, поднял левую ногу, посмотрел, она цела, поднял правую ногу, там увидел то, что, половины стопы нету уже. И после этого, как я увидел, что у меня ранена нога, прилив боли, шоковое состояние и так далее. После уже командир отделения, у меня был там рядом, в 3 метрах увидел, резко подбежал. Несмотря на то, что там еще могут быть другие лепестки, наложил мне жгут, вколол промедол. После этого пришла еще подмога, там человек 6 с носилками. И после этого меня уже начали выносить с поля боя. Бывали пару раз, то что еду нам всегда привозили, сухпайки нам всегда давали. Но иной раз мы просто давали сухпайок свой детям, которые приходили, допустим, просили еду, либо же взрослые люди, там, матери, с детьми, которые маленькими приходили, там, попросили там воды, там, или там гречку, или картошку. Мы это все давали по возможности, получается. И немного себя, конечно, ограничивали в этом. Потому что там же все как под расчет идет. На каждого человека свое, Также и соки свои отдавали, то есть там это же есть армейский сок, тоже детям отдавали попить.